Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В Татарстане прошло очередное августовское совещание педагогических работников республики. Главными хедлайнерами совещания стали президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. По тому, о чем они говорили на совещании, мы можем сделать вывод, что республиканские власти находятся в очень непростом поиске взаимопонимания с федеральными властями, чтобы сохранить татарский язык в системе образования. Трудность эта объясняется тем, что московские чиновники проявляют как минимум безразличие к проблемам родного языка татарского народа. О вещах, связанных с тем, что для татар важно сохранить свой родной язык, говорит Рустам Минниханов. В этом видео он обращается к президенту Российской академии образования Юрию Зинченко. Не все нас понимают, но вот вы, да, это так, не все понимают это. Но я уже говорил... Не только наш язык, но и вообще вопрос языков, он есть, родных языков, любой человек своей национальности обязан, должен знать язык матери. Ну и есть национальные республики. Я думаю, что мир согласия – это когда мы знаем тонкости друг у друга. Поэтому вам большое спасибо за поддержку. Определенно, власти республики настроены к налаживанию конструктивных отношений с теми, кто сегодня в России определяет политику школьного образования. Татарстан демонстрирует открытость к диалогу, но федеральные власти показывают безразличие. Юрий Петрович, вам большое спасибо. Вы нашли время, поехали. Мы иногда удивляемся, где наши московские начальники, чем они занимаются, почему вот не приехать вот такой коллектив, послушать их, что творится, как, куда двигаться. Ведь по большому счету это и передовой опыт еще. Ну вот до вас достучались, вам спасибо, но некоторые начальники не доехали до нас, мы немножко обиделись, конечно. Но не говорите, потом вредить будут, лучше скажите, что это. Но мы про себя подумали. Очень полезным и интересным было выступление у Минтимера Шаймиева. При всей кажущейся лично нам внутренней противоречивости философии принятых поправок в Конституцию России, государственный советник призвал к хитрой мудрости, а именно воспользоваться конкретной статьей в дополненной Конституции, чтобы защитить татарский язык в образовании. Уже с дополнениями Конституции Российской Федерации гарантирует Конституция всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Недавно всей страной дружно мы приняли эти поправки и закрепили в основном законе. Поэтому хочу сказать и хочется быть уверенным, что данное положение Конституции страны будет неукоснительно реализовано. Надеемся, что ни одно государственное ведомство на этот раз отныне не позволит себе не выполнять основной закон Российской Федерации. Тем более, что в статье 69 добавлен пункт о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного языкового многообразия. Яснее не напишешь. Остается, надо выполнять основной закон. Мы граждане Российской Федерации. И независимо, кто какое положение занимает. Я думаю, что больше уже эти вольности со стороны федеральных органов государственной власти не повторятся. Еще раз повторим. Шаймиев призывает очень внимательно следить за федеральными министерствами, чтобы они больше не смели саботировать положение основного закона России.
Минтимир Шаймиев рассказывает о результатах, что Татарстану удалось достучаться до федеральных министерств и получить лицензию на учебники на татарском языке. Для того, чтобы учебники на национальных языках стали не пособиями, а учебниками. Сколько боролись мы за это дело. Хорошо, хоть достучались. Но таких проблем много. Минтимир Шаймиев говорит, что необходимо усилить внимание к преподаванию в школах истории и культуры Татарстана. То, что Шаймиев задумался над этой проблемой, обратил на нее внимание, очень важно. Знаете ли, сегодня ведь в школах ученики задавлены натаскиванием на ЕГЭ. Внимание на историю Татарстана мало кто уделяет. Считаю принципиально значимым усилить внимание к преподаванию в школах и прежде всего по лингвальных образовательных учреждениях дисциплина истории и культура Татарстана в данном случае. В общем и в целом говоря, власти Татарстана в диалоге с федеральным центром по проблемным точкам в сфере школьного образования. Шаймиев своим проектом полилингвальных школ дает надежду, что эти противоречия и трудности будут преодолены в Татарстане. Если бы еще решить проблему сохранения татарского языка у татар за пределами Татарстана, как-то им помочь со школьным образованием и с наличием в нем татарского языка, было бы, конечно, замечательно. Для современных наций нужны источники смыслов. Нации не живут в пустом пространстве. Им тоже требуется духовная и интеллектуальная подпитка, идеи для сплачивания. В средние века люди объединялись на основе религиозной идентичности, на основе общей истории и предков. Общая территория, земля тоже становились фактором для объединения. В средние века людей в один народ могли объединить и общие правители, как, например, это произошло и с уже современными татарами, когда многокомпонентный конгломерат народности был объединен татарскими ханами Золотой Орды. В нынешнюю эпоху нации подпитываются современными источниками смыслов. Во-первых, это образование, преподавание родных языков, история самого народа. Все это необходимо народу, чтобы он сохранился. Роль языка тоже имеет важную роль для сохранения и развития нации. Во-вторых, попрошу вас не удивляться, но еще одной подпоркой для нации является массовая поп-культура. В современном постиндустриальном мире у человека, возвращающегося с работы, должна быть еще возможность отдохнуть, развеяться, отключить мозги, отвлечься по-татарски. Почитать книгу, посмотреть фильмы, послушать музыку, увидеть интересные видео о татарах. Все это важно для нации сегодня. В-третьих, важная роль – это общение на татарском языке. Это тоже сплачивает сегодня нацию воедино. Думаю, татары сегодня используют вовсю современные средства коммуникации, мессенджеры и соцсети. В-четвертых, не менее важную роль сегодня играет проблема татарского контента в современном медиапространстве. Мы говорим о контенте не просто в интернете, а в соцсетях, в стриминговых сервисах, в магазинах дистрибуции приложений и разного рода другого контента. В индексации татарского и татароязычного контента поисковиками и прочими формами агрегации информации. И вот о дефиците татарского контента в современном мире заговорила руководитель и дирижер камерного хора Татарстана Миляуша Таминдарова. Дорогие товарищи татарские патриоты, все те, кто радеет за национальное искусство, все те, кто неравнодушен, я призываю в компанию прежде всего вас. Я обнаружила, на мой взгляд, это духовная катастрофа. Мы с вами, друзья, начисто практически лишены национального наследия 20 века. Того, чему посвящены многочисленные конференции, многочисленные симпозиумы,
А его этого наследия нет. Давайте мы обратимся в iTunes, Apple Music. Найдем ли мы там хоть какой-нибудь маломальский след татарской классики 20 века? Ее нет. Я это отвечаю просто каждым словом, потому что я огромное исследование провела, очень искала и, к сожалению, этого не обнаружила. Миляуша Амировна обещает, что лично возьмется за решение проблемы дефицита татарского контента. Обнаружив это обстоятельство, я кинулась и подала, к счастью, на грант Татнефти. И Татнефть просто спасибо им огромное, низкий поклон. Дали нам небольшой грант на начало записи антологии хоровой музыки, которые тоже до последней записи датированы всем прошлым веком. Их сейчас невозможно в современные какие-то платформы использовать эту музыку, потому что они по техническим параметрам просто не выдерживают никакой критики. И мы начали запись антологии. И вы не представляете, какое счастье я испытала, окунувшись в эту шедевральную атмосферу татарской хоровой музыки. Как я полюбила свой народ, как я полюбила это счастье быть и купаться в татарской народной песне. Миляуша Амировна, не жадничайте. Дайте нам тоже окунуться в атмосферу татарской хоровой музыки. Кстати, мы полностью с вами согласны, что сегодня татарский контент куда важнее формальных событий в офлайне, смысловое содержание которых под большим вопросом. Вы не представляете, насколько это дорого стоит. Это стоит дороже всех первых мест, всех конкурсов просто природы и всех музыкальных рецензий из музыкальных журналов. Когда вот кто-то застыл и сказал: боже мой, ведь моя мама пела эту песню. И как это красиво. И застыли с слезами на глазах. Вот ради этих мгновений, наверное, мы существуем, наверное, мы затеяли все это. Я уверена, не безнадежное дело. Ребята, ждите нашего концерта. Ну что ж, будем надеяться, что ваш концерт мы сможем заценить, скажем, в тех же соцсетях, на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Гора Куштау и другие башкирские шиханы татарам и татарскому миру не безразличны. Например, в защиту башкирских шихан высказывался бывший татарин, президент Башкортостана Рустем Хамитов. Будоражит аппетиты горы, которые окружают сегодняшний существующий карьер. Это прежде всего Тратау, Юряктау и Куштау. Вот три наших знаменитых шихана. По этим шиханам на сегодняшний день обстановка следующая. Два из них, это Юряктау и Тратау, являются природными объектами, охраняемыми природными объектами. 50 лет назад правительство Республики Башкортостан одним постановлением фактически определило значительное количество природных объектов, которые имеют статус особо охраняемых. В их число вошли и в том озеро Кандрыкуль, Аслыкуль, есть еще ряд объектов, и вот две горы – Тратау и Юряктау. Шиханы должны, вообще говоря, остаться такими, какими есть, и продолжать оставаться памятниками природы. Это нежелание жителей Республики Башкортостан, не только жителей Ишимбая и Ишимбайского района, а жителей Республики Башкортостан отдавать эти памятники природы в разработку. Были проведены соответствующие социологические исследования. Эти исследования датируются, что называется, маем, июнем, сентябрем и октябрем 2015 года. Опрошено суммарно более 6 тысяч респондентов. 70% опрошенных сказали нет разработки шиханов. 70%. Татарский певец Айдар Галимов
вместе с башкирским кураистом Робертом Юлдашевым записали очень убедительный и впечатляющий видеоролик в защиту башкирских шихан. Миллионы лет, волны ветру вслед, двигал океан сонно. Лишь вода и свет, лишь вода и свет, матери земли луна. Там в глубинах искры жизни, там клетки. Это наши пра-пра-пра-пра-пра-предки. Из самих себя сложили белые холмы. Дальше жили, 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 и возникли мы. Вот стоят шиханы в поле, наш родимый край. Хватит делать ему больно. Не взрывай, 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 не взрывай. Чтобы вы понимали, башкирские шиханы желают разработать башкирская содовая компания. Да-да, та самая белая оранжевая коробочка у вас на кухне со словом «сода» – это их продукт. Ранее, еще в советское время, башкирская содовая компания уже взялась за разработку шихана «Шахтау». Всего в Башкирии было 4 шихана, а по тере «Шахтау» Айдар Галимов тоже поет. Наготове рать, динамитом рвать, с камнем заодно пламять. Ах, природа мать, что пошло не так с нами? Вот Шахтау, возвышалась царь-гора. Что с ней стало, стало на груди дыра. Из самих себя сложили белые холмы. Дальше жили, 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 и возникли мы. Вот стоят шиханы в поле, наш родимый край. Хватит делать ему больно. А вот председатель национально-культурной автономии татар Башкортостана Римма Утяшева в соцсетях высказалась в пользу разработки горы Куштау. Логика ее позиции следующая. Гору Куштау нужно срыть, потому что от этого зависит экономическое развитие республики и конкретно Ишимбайского района Башкирии и города Стерлитамак. У 9000 работников башкирской соды будет работа и зарплата. По ее словам, Куштау разработать можно, потому что конкретно у этого шихана нет статуса памятника природы, как, например, это есть у шихана Юрактау и Таратау. Башкирская содовая компания хотела еще 2 года тому назад разработать шихан Таратау. Ни о каком Куштау они тогда и не думали. Об этом говорит шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Ситуация немножко изменилась 2 года назад, когда было принято, так скажем, если так можно назвать, окончательное решение о передаче конкретного шихана. Дело в том, что в предыдущие годы ходила информация и муссировались слухи, что будет передан другой шихан под названием Таратау в качестве источника сырья. Но после смены руководства региона, после прихода нынешнего главы республики Радия Хабирова, тот шихан Таратау, который ранее общественность защищала, был взят под охрану, хотя он и так имел, кстати говоря, статус памятника природы. А шихан Куштау, который не имел статуса памятника природы, решено было передать в качестве источника сырья. Хотя, кстати говоря, раньше садовики, назову их так, утверждали, что сырье, из которого сложен шихан Куштау, не подходит им по химическим показателям. Кстати говоря, в защите шихан участвовал и нынешний вице-премьер Башкортостана
Азат Бадранов. Вот что один из ярких на сегодня управленцев республики писал 2 года назад о башкирской содовой компании. А как вам такой пассаж Бадранова, что башкирская содовая компания – это на самом деле интервенты на земле Башкирской республики? За 2 года у вице-премьера Башкирии отношение к разработкам Шиханов и к самой башкирской содовой компании эволюционировало. Хотя кто-то это может назвать чем-то вроде как Бадранов переобулся. Но как на самом деле это называть, решать вам, конечно, уважаемые наши зрители. Теперь логика взглядов у Бадранова такая. Разработка Куштау – это такой компромисс содовой компании, который очень тяжело дался нынешнему главе республики Радию Хабирову. К слову, сам глава Башкирии о разработке Куштау высказался прямо, однозначно и жестко. И на наш взгляд, с четким противопоставлением себя, как главы республики, с защитником горы Куштау. Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы 1000 людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. И это пытаются делать те, что самое главное, кто просто хочет выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. Но при этом еще несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов. И мы регулярно изучаем мнение местных жителей. И будьте уверены, каждый из них очень хорошо себе представляет, чем обернулся бы для города многолетний простой содового производства. К слову, открытая и публичная активность сторонников разработки Куштау ни в Стерлитамаке, ни в самом Ишимбайском районе нами на сегодняшний день незаметна. Более того, башкирская содовая компания вообще не проявляет интерес, заботу и ответственность даже по отношению к небольшой деревушке у подножия Куштау, которая называется Урняк. Жители села регулярно страдают из-за проблем с водоснабжением. Постарел и пришел в негодность их водопровод. И в этом году жители села вообще около 2 недель сидели без воды. Башкирская содовая компания помогла урняковцам? А жители Башкирии вообще ощущают на себе заботу компании, которая вот-вот уже готова взорвать новую гору? Мы уверены, что главным раздражителем и триггером случившихся на прошлых выходных протестов в защиту Куштау послужило обращение главы Башинформа и медиа-администратора Хабирова Ростислава Мурзагулова. Обратите внимание, с какой легкомысленной фотографией сопроводил свой пост об Куштау Мурзагулов. И вообще, всю ситуацию вокруг горы он назвал как очень простой. Далее он сразу с первых слов называет башкирскую содовую компанию прибыльной. Простите, Ростислав Равкатович, а для кого это предприятие прибыльное? Бадранов 2 года назад четко писал, что предприятие прибыльное только для своих владельцев и начальников. Что изменилось? Раз предприятие такое прибыльное, то пусть ищет другие формы и способы заработка денег, а не уничтожает природную красоту Башкирии. Далее Мурзагулов объясняет нам, простым жителям Башкортостана и России, что в истории защиты Куштау есть какие-то интересы конкурирующих бизнес-структур. Он называет владельцев гумеровского месторождения известняка. Ну и почему Хабиров встает именно на сторону прибыльного и сильного предприятия? Почему садовики лучше гумеровцев? И вообще, какое дело защитникам Куштау до каких-то там бизнес-разборок? Защитники хотят лишь сохранить гору. Защитники не хотят определяться между одними бизнес-структурами и другими бизнес-структурами. Далее, Мурзагулов откровенно оскорбляет всех защитников Куштау. Делает это он, конечно, с изящным цинизмом.
называет Куштау обычным холмом. А все уже, Ростислав Равкатович, общественность прямо на ваших глазах своими флешмобами и другими формами поддержки горы сделала Куштау священной. Или вы хотите, чтобы вам вытащили и рассказали всякие башкирские легенды и былины о горе? Ну и в чем ценность башкирской соды для жителей Башкортостана? Ростислав Мурзагулов нам сообщает конкретную сумму в 10 миллиардов 700 миллионов рублей, которая ежегодно идет в бюджет Башкирии. 700 миллионов – это на самом деле пока только обещание. Это обещанные деньги в качестве компенсации за вред природе, которые вроде как еще только должны выплачивать садовики. А давайте поиздеваемся и подумаем, так ли значима эта сумма в 10 миллиардов и 700 миллионов рублей в бюджет Башкирии для жителей самой республики. Что значит 10 миллиардов 700 миллионов рублей для более чем 4 миллионов 38 тысяч жителей Башкирии? Это примерно 2650 рублей на каждого башкортостанца в течение года. Это примерно 221 рубль в течение месяца и примерно чуть более 7 рублей каждый день на жителя республики. Готов ли каждый житель Башкортостана каждый день получать по 7 рублей из бюджета республики в обмен на то, что будет уничтожена гора Куштау? А теперь наш небольшой и поверхностный аналитический прогноз. Противостояние между главой республики Радим Хабировым, им лично, и защитниками Куштау будет только нарастать, и этот процесс обстоятельный. А вот эти веселые ребята из музыкальной группы «Караван Сарай», они бессовестно переписали легендарную башкирскую песню «Любезники Любизар» об Отечественной войне 1812 года под радио Хабирова. Они ведь только ментально углубляют это противостояние. Песню эту певцы спели ровно тогда, когда 15 августа был разгромлен палаточный городок защитников Куштау. Вы поглядите, бесчинствует там, а? Вы поглядите, что делают, а? Господа полицейские, вы что делаете, а? Потому что здесь за нож уже Вы что хватался делаете? один из ваших. Посмотрите, это бандиты в вас. Почему глава ЛШП ходит в маске? Вы куда смотрите? Это глава ЛШП? Вы же представляете? Ну посмотрите, что делают там! Где остальные дети? Снимайте! Снимайте, твари, блядь! Это, господа полицейские, вы что делаете? В общем, 16 августа Ради Хабиров все-таки был вынужден приехать на Куштау и начать переговоры с защитниками горы. Я даю слово здесь, вот при всех. Я даю здесь все пока. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Никто не зайдет. И это после почти что двухнедельного периода явной активности защитников горы. Что он пообещал? Будет создан координационный совет по Шиханам, куда войдут защитники Куштау. 17 августа Хабиров признался, что недостаточно было уделено внимания интересам и требованиям людей, жителей республики. В общем, ошибку он признал. Но у защитников все равно есть горькое послевкусие от того, что они сумели спасти гору Куштау. Хабиров им дал понять, что он не с ними, что для него ближе всего все тот же свой Мурзагулов. Я прошу и вас остановиться. Надо всем нам остановиться и выдохнуть. Мурзагулову в отставку! Мурзагулову в отставку! Мурзагулову в отставку! Вы здесь все собрались. Вы своих сдаете, нет?
Я своих тоже не сдаю. Он вас дает! Мурзагулов вас дает! Следующий момент. Защитники Куштау, следует вам готовиться. Будут предприняты попытки раскола вашего движения по религиозному, национальному, территориальному и другим признакам. Будут предприняты попытки подкупа особо ярких активистов. Будут внедряться осведомители, доносчики и шпионы. Ну, а я, как гражданин России, как житель страны, которой повезло на своей территории иметь уникальные шиханы, известковые горы, которые более 250 миллионов лет тому назад были рифами тропического моря, скажу: Куштау яша.